Ну, то есть, вот, по твоей логике, в принципе, люди, уже много людей против, ну, внутренне против, да, но протестовать в решительной форме, ну, скажем, строить баррикаду, как такой, да, показатель, да, люди не готовы и ударить, толкнуть, вывести из толпы жестко там какого-нибудь депутата православного тоже не готовы, потому что репрессивная машина достаточно сильна и отработана. Толпа, неважно, она оппозиционная, она провластная, это все равно толпа, да, она... Как это говорится, власть не дают, власть берут, но ее берут всегда, вот, сделали шаг вперед, да, там видно, что можно, сделали сразу же следующий шаг вперед, видно, что можно, сделали следующий шаг вперед. Этот процесс сейчас, он еще не начался, то есть эти все истории там и с баррикадами и так далее, они были в России, и они 100% еще будут, и мы увидим еще и стрельбу на российских улицах. Я, к сожалению, в этом абсолютно убежден, что наш сценарий революции будет многократно более кровавой, чем это было в Украине. Это в силу масштабов страны, в силу очень сильного напряжения внутри, в силу как бы вообще более жесткого подхода там властей, силовиков и так далее? Нас дольше сжимают пружину, но она гораздо сильнее распрямляется. Вот. И я хочу тебе еще раз сказать, это тот вопрос, который меня в Украине-то всегда очень сильно удивлял. Каким образом в результате там многомесячного Майдана там, со стрельбой, где погибло огромное количество протестующих, при этом не погибло ни одного, против кого эти протестующие, собственно, выступали. То есть эта революция для власти той оказалась абсолютно бескровной. Она оказалась кровавой только для протестующих. Вот я тебе гарантирую чем угодно, что в России будет не так. И в России количество жертв с той стороны будет многократно больше, чем количество жертв со стороны протестующих. Каким образом это будет, если до зубов вооруженная полиция, Росгвардия, просто какие-то огромные сотни тысяч людей... Она разбежится. Она с оружием разбежится, а безоружные их победят. Да. Откуда возьмется оружие у людей? Оружие у людей, во-первых, есть. Это там и охотничье оружие, которое у них есть. Именно поэтому там нам никогда не давали легализовать там ношение огнестрельного оружия. Я там один из инициаторов этого движения в России, но всегда чекисты выступали против этого. Какое сейчас оружие еще придет с ДНР и ЛНР? Ты же понимаешь, что когда будут вот решающие бои против действующей власти, ты понимаешь же, что их будут вести далеко не только либералы. И либералов там будет, мягко говоря, не большинство. Люди, которые будут вести наиболее серьезные бои, это те люди, как раз, которые сейчас поддерживают Компартию и профсоюзы с одной стороны, а с другой стороны это стрелковцы. И кто из них возьмет верх, я не знаю. Вот это